Я помню отчетливо момент в своем детском мире, когда я понял, что мне нужно очень сильно будет развивать себя в жизни. Это был момент моего очередного переезда из одного дома в другой дом, когда мы по ночам таскали чемоданы в другую квартиру каждый раз, когда нам нужно было переезжать каждый раз. У нас было тяжелое детство, когда приходилось и голодать. И в один из таких переездов из одной квартиры в другую квартиру я вот для себя решил, что нужно быть очень большим человеком в этой жизни, стать им, чтобы никакие ситуации в жизни не могли тебя шатнуть. Первые 1,5-2 года мне очень было тяжело развить эту историю внутри Абхазии, потому что местные просто не понимали абхазскую современную кухню. То есть тут такие маленькие порции, что они говорят, типа, ну, а где привычная еда, где типа, огромные порции. И они возмущались на самом деле. А потом уже пришло потихоньку понимание, что это работает не как на имидж ресторана, а как на имидж республики. Сказать честно, в свои 15-16 лет я не особо стремился к знаниям. Я был худшим примером. Меня дважды увольняли с работы за год, потому что когда я вот находился на этой кухне, я понимал, что я не хочу, ну, это не мое. Были ужасные условия на кухне. Потом, когда я попал первый раз в классный ресторан, когда увидел это классное оборудование, увидел, как можно классно готовить. Кстати, это были первые российские коллеги, которые вот показали мне работу, как это должно именно быть. Тогда я почувствовал первый прилив вдохновения. Ресторанная индустрия, а также внутри всей этой сети подразделов, как поваров, шеф-поваров, официантов, администраторов, неважно. Все всегда пытаются стать лучше. И мы вот все доброжелатели по отношению друг к другу. То есть именно благодаря этому, наверное, сообществу шеф-поваров я развивался в таком быстром направлении. Есть большая цель показать всему миру, на что способна наша кухня. И получился первый гастрофестиваль. Он буквально прошел на площади Багапша. Затем мы сделали огромный гастроужин для рестораторов на крыше морвокзала, прямо вот здесь. Я делал гастроужин на основе специалитетов абхазской кухни. Мы использовали все локальное, абхазские устрицы, перепелки абхазские, выращенные здесь фермерами. После первого гастрофестиваля в день города второй гастрофестиваль, который длился в течение 3 дней, начиная с 5 августа по 8 августа. Тогда у нас было здесь около 5 и свыше 1000 человек, кто обошел наш гастрофестиваль. Это все-таки объединяет. Когда мне было лет 17, я планировал стать ресторатором в свои 25. Собственно говоря, я уже очень к этому близок. Короче, вот у нас здесь раковина, помнишь, находится? Это у нас будет зона кухни. Целей все больше и больше. Я планирую запускать кондитерские цеха внутри Абхазии, открывать рестораны. Помимо этого, я хочу потом еще заняться сельским хозяйством, то есть выращиванием продуктов, потому что у нас в Абхазии это очень нужно на сегодняшний день. И мне важно еще открыть ресторан абхазской высокой кухни в Москве. Гастрономия – это очень сильный инструмент для развития культуры. Невозможно говорить о нации, когда нет просто той же самой части еды, где она и зарождалась.